Спасибо. Так, спасибо, Анют. Так, здравствуйте. Канал «Артподготовка». Сегодня мы встречаемся с Ахметом Закаевым. Ну, вам известен этот человек. Это председатель правительства Ичкерии за рубежом, вынужденно за рубежом. Ну, то есть, лидер свободной Чечни, я так понимаю, на сегодняшний день. Лидер свободной Ичкерии. Вот. Я Вячеслав Мальцев, если кто не знает, но надеюсь, что все знают. Сегодня день депортации чеченского и ингушского народа, и мы хотели поговорить на эту очень страшную тему, потому что тема действительно жуткая, с Ахмедом. Привет, Ахмед. Здравствуйте, Вячеслав, здравствуйте. Привет всем слушателям, зрителям нашим. Вот вопрос первый такой возникает. Вы знаете, для меня это вот депортация чеченского народа, это какая-то страшная загадка, которую я никогда не мог разгадать. Знаете, еще учась в институте, я почему-то захотел посмотреть, ну так, я слышал про то, что была, не слышал, я знал прекрасно, что была депортация немцев, потому что я из Саратова. А это немцы жили в Энгельсе. Их всех собрали в 1941 году и выбросили. И я нашел правовые основы, к тому там указ Президиума Верховного Совета, какие-то еще документы. И когда вдруг стал копаться на эту же тему по Чечне, по чеченскому народу, я не мог понять, а как же так? То есть практически никаких документов, только 7 числа взяли, упразднили Чечено-Ингушскую республику, да, и Грозненскую область ввели. То есть правовых основ нет. Есть какая-то операция, там, которая подписана Берией, там, я не знаю кем, то есть наверняка это личное распоряжение Сталина, и возникает вопрос, зачем? Ну, немцев понятно, 41 год, там, хотя это понятно, что непонятно, зачем немцев тоже тронули, они не были врагами. Вот, 41 год, там немцы движутся к Сталинграду, а здесь целый Энгельс, там Маркс и так далее, они вроде как в тылу находятся. Но 44 год, 23 февраля, немцев уже угнали не знаю куда, уже все, война идет к концу. И берут целый народ и абсолютно без всяких правовых оснований депортируют, уничтожают. Зачем? Вот почему? Я не могу ответить на этот вопрос всю свою жизнь. На этот вопрос ответить можно, потому что даже нужно. У нас есть ответы на эти вопросы, почему это произошло, почему произошла эта трагедия с чеченцами и с ингушами. Дальше я буду обозначать нас как войнахов, да? Да. Чтобы не это в этот день были депортированы чеченцы и ингуши 23 февраля. Ну, чуть раньше, чуть позже, там, в марте уже другие народности и были подготовлены к депортации другие, допустим, балкарцев выслали, а кабардинцев подготовили к выселению. Калмыков выслали, там, Карачаев выслали, черкесов выслали. Вот, в принципе, они так выборочно все это провели. Не сразу всех, а так, чтобы их еще работала политика «разделяй и властвуй». Просто вот еще с царского периода, когда эти народы, кавказские народы, братские народы были расколоты между собой, были внесены какие-то раздоры, территориальные претензии и другие претензии по отношению друг к другу. И в этой ситуации, вот когда они были разобщены, их было легче вытворять то, что вытворяли с ними. С этой целью эта политика велась. И вот во время депортации точно так же поступили. Начали с чеченцев и ингушей, а в последующем уже и другие народности были депортированы. А вот что это такое и почему Сталин в этот период решился на эту акцию? И какая причина была? Вот теперь надо немного вернуться
вот, углубиться в историю наших взаимоотношений России, Чечни и Кавказа. Я несколько дней назад говорил с Инной Курочкиной, Инна Курочкина. Мы как раз затронули эту тему. Понимаете, Вячеслав, депортация чеченцев, ингушей 1944 года, сам принцип и вот тот сценарий, который реализовал Сталин, вот этот механизм, он был, вот политическая составляющая этого была еще подготовлена при декабристах, в период декабристов. Павел I, который писал Конституцию для России, для русских, новую демократическую Конституцию, он в этой Конституции отводит одну часть для народов, чеченцев, ингушей, северокавказских народов. В частности, речь идет о чеченцах и ингушах. И он там четко прописал разделить чеченцев на мирных и буйных. В последующем эта формулировка была чуть-чуть переименована на мирных и на непримиримых. То есть я попал под категорию непримиримых уже спустя несколько сот лет позже. Но начало этому было заложено тогда. И вот что он описывает, Вячеслав, что и как нужно поступать. Нужно разделить их на мирных и буйных. Мирных необходимо выслать, распределить, рассредоточить по всей матушке России. Буйных уничтожить. То есть принцип там определяется покорить или истребить. И заполнить этот край русским населением, и чтобы он вечно, этот край, назывался вечно российским, благоустроенным, благостным краем России. И российской окраины, или так. То есть прошло сколько-то времени, столько лет прошло. Самый удобный момент для реализации вот этого плана, попытки были, да, была Кавказская война, 25 лет она длилась после этого. Какую-то часть удалось выслать чеченцев и ингушей обманным путем, заплатили, подкупили там одного, представителей из этих кланов, подкупали и под предлогом того, что уйти под религиозные исламские знамена, там набраться сил и снова вернуться и отвоевать свои территории. Вот с этой целью якобы переправлялись в Турцию. Россия договорилась с турецким султаном, и чеченцев и ингушей перебрасывали добровольно, якобы выдавливали через Грузию, выдавливали в Турцию. Первая депортация или переселение произошло. В последующем, во время царской революции, во время Октябрьской революции, вы знаете, что происходило в Чечне, вот что делали коммунисты и чекисты в Чечне. Это и гражданская война, была разрушена созданная Горская республика, которая во главе с Стопой Чермоевым создали Горскую республику. Эта республика была уничтожена, лидеры были вынуждены выехать за границу. То есть и началась война, 1944 год, вернее, Вторая мировая война, 1941 год. Весь мир занят нацизмом. В последующем уже Сталин и большевики начали оглядываться на мир, как это будет воспринято мировой общественностью. Но был очень хороший предлог. То есть весь мир боролся с нацистами. И самый удобный предлог для реализации плана Пестеля для Сталина, это был предлог, что чеченцы и ингуши сотрудничали с нацистами. А тот факт, что Чечня или Ингушетия, Чечня, один Малгобекский район, часть района были оккупанты, оккупированы, а так Чечня и Ингушетия не была оккупирована. В Чечне и Ингушетии не было нацистов вообще никак. В отличие от Кабардино-Балкарии, Осетии, Северной Осетии, там были немцы. И там эти народы в большинстве своем, в принципе, и сотрудничали. Но не чеченцы и ингуши. А именно чеченцев и ингушей депортировали под предлогом за их сотрудничество. И мир на это закрыл глаза. Я не буду говорить о тех ужасах, которые вытворяли тогда, в тот период.
Это заживо были сожжены в Хайбахе более 700 человек. Утоплены в озере Казиной-Ам, утоплены. В Урус-Мартане, в моем родном городе, были заживо закопаны, расстреляны и закопаны люди, которые не могли быть перевезены самостоятельно, то есть больные люди. Их расстреляли и закопали в Урус-Мартане прямо на территории больницы. Об этих всех ужасах много написано. Я хочу, чтобы мы поговорили с вами вот о политической составляющей всей этой трагедии. И на самом деле наша депортация чеченцев, ингушей, в частности, отличие от других народностей, она по сей день не закончилась. Люди, чеченцы или войнахи, которые депортированы еще после Кавказской войны, после 1944 году, они до сих пор даже не вернулись. Кто в Сибири, кто в Казахстане, кто в Турции, кто в Иордании, они до сих пор находятся там. И люди, даже те, которые решались возвращаться между двумя, вот после распада СССР, потом началась Первая война, люди снова были вынуждены бежать и уехали. То есть эта ситуация продолжается по сей день. И вот практика или политика по отношению к чеченцам, она сохраняет преемственность, независимо от государственного строя. Вот о чем мы когда с Марком говорили, я имел в виду как преемственность поколения, если говорить о преемственности политики России по отношению к чеченцам, она не меняется еще с того периода покорить или истребить. И на самом деле так и произошло. Сталин реализовал план Пестеля, пришел Путин после Первой войны, казалось бы, все, мы закрыли все эти вопросы. Ельцин озвучил после подписания договора о мире, что мы закончили 400-летнее противостояние. Казалось бы, все, на этом нужно было ставить точку и двигаться дальше, вперед, взаимодействовать, союзнические отношения, какие. Был подписан договор о мире, который нам позволял выстраивать отношения, очень нормальные отношения. Но приходит Путин, начинается Вторая война. Перед подготовкой Второй военной кампании Путин взрывает дома в Москве, Волгодонске, Буйнакске. На Западе идет борьба с международным исламским терроризмом. Путину, как и Сталину в свое время, для того, чтобы решить окончательно чеченский вопрос, кстати, как его и представил Ельцин, когда, объявляя его своим преемником, он, хлопая по плечу, представил Путина и сказал вот эту знаменитую фразу: Владимир Владимирович, это окончательное решение чеченского вопроса. Но Путину, Владимиру Владимировичу, на которого была возложена миссия окончательно решить чеченский вопрос, необходимо было понимание международного сообщества, лидеров западных стран, стран цивилизованного сообщества, которые вели борьбу с международным так называемым исламским терроризмом. И ему вот свою миссию по окончательному решению чеченского вопроса необходимо было подвести вот под эту борьбу. И он, взорвав в России дома в Волгодонске, Москве, Буйнакске, Буйнакск и Волгодонск, или Москва, Волгодонск, очередность, по-моему, Волгодонск, значит, Буйнакск был сначала, потом Москва, потом Волгодонск. И Рязань. Вот обратите внимание, несостоявшийся взрыв в Рязани, к чему он был приурочен. Я вам просто показываю связку, как все это происходило. После этих взрывов домов, первое, что Путин сказал, или даже Лужков, который объявил, они сказали, сразу нашли чеченский след. Вот взрыв произошел, и сразу чеченский след. Ну, так не бывает. Даже элементарно для того, чтобы хотя бы разобраться, этот взрыв от чего был, нужно время, да? А тут сразу объявили по телевидению и сказали, надо с этим покончить. Началось гонение за чеченцами, которые находились на территории России. И с этого момента чеченцы были объявлены врагами русского народа и России. И мы помним передачу телевизионную, где играли нам вот эту известную со времен Второй мировой «Война народная», «Вставай на смертный бой».
вся страна. В общем, так и получилось. А для Запада Путин объявил, что это чеченские исламские террористы. Взорвали дома, и он вынужден принять. В Рязани, когда эта провокация провалилась, давайте еще на одном моменте я хочу, чтобы мы остановились, Вячеслав. Когда объяснение взрывов домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске, некоторые подготовленные российской пропагандой, чекистами, журналисты начали объяснять это тем, что эти взрывы домов в России были отместкой Шамиля Басаева и Хаттаба за поражение в Дагестане. Если вы не помните, вы можете найти эти репортажи. Но вот теперь задаемся еще раз вопросом, как после московского взрыва Путин и Лужков обнаружили чеченский след, вот как так могло получиться вот поражение в Дагестане? В августе они зашли, в сентябре вышли, началась война. Ну, элементарно для того, чтобы по всей России подготовить эти взрывы, предварительно необходимо время, да? За 1 неделю или за 2 недели такие операции не подготовишь, если это месть путь этого Шамиля за Дагестан. Дагестан — это отдельная история, мы с вами можем об этом поговорить. У меня очень много информации, связанной с этим. Но я сейчас не хочу как бы смешивать наши разговоры. Я думаю, мы в последующем можно будет поговорить, что это было. Это тоже была часть той операции для начала второй военной кампании. Ну, пока мы останавливаемся на этих взрывах домов. Конечно, и это время было только у Путина. Я не хочу говорить так абстрактно российские спецслужбы. Я хочу говорить о директоре ФСБ в тот период, который был в Москве, в России. Это был Владимир Владимирович Путин. Он был директором ФСБ. И вот в его бытность вся эта операция и была подготовлена. Вот эти взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске, все было подготовлено к его обеспечению преемственности власти и прихода к власти Путина. Решение поставить или сделать ставку на Путина было принято не в 99 году в августе, а в 98 году, когда он разоблачил или же вынудил уйти в отставку Скуратова, генерального прокурора России. Потому что за растраты семья Ельцина и сама семья, так называемая, к ним претензии предъявил генеральный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте. Она передала материалы по расследованию Скуратова, и Скуратов начал вести расследование. А для того, чтобы Ельцин дважды пытался его снять, Совет Федерации это не пропустил. Но 3-й раз Путин помог. И с этого момента семья Ельцина сделала ставку на Путина. То есть 98 год, и вот у Путина уже была реальная возможность подготовиться к обеспечению преемственности власти, начав войну в Чечне. А вот все эти предлоги к началу этих военных действий или к началу второй военной кампании Путин подготавливал заблаговременно. То есть эти взрывы были подготовлены в бытность Путина директором ФСБ. Почему после разоблачения в Рязани, когда все, абсолютно все, тогда уже понимали, что за этим взрывами стоят российские спецслужбы, именно ФСБ, это дело оказалось под государственным секретом. Вы помните, когда пришел этот самый и сказал, вот это кейс, но это находится под государственным секретом, и мы пока не можем вам сказать. Они сказали, потому что все это велось к Путину. Поэтому Сталин реализовал тогда вот этот план, учитывая международную обстановку, борьбу международного сообщества с нацистами, а Путин решил окончательно решить чеченский вопрос, используя ситуацию в борьбе с международным так называемым исламским терроризмом. И когда начал он вторую военную кампанию, я просто буду цитировать людей. Виктор Степанович, покойный премьер-министр России, выступая по телевидению, он дословно сказал так: мы не должны критиковать Путина за то, что он делает в Чечне.
он пытается сделать то, что не удалось сделать Сталину. А Сталину, это его, вы по НТВ можете найти в архиве, это была передача с 4 премьер-министрами. НТВшники пригласили их к себе: Черномырдина, Примакова, Степашина и Кириенко. Или Кириенко-Степашин. Сначала Кириенко был, потом Степашин. И он во время этой встречи сказал вот эту фразу, что Путин пытается сделать в Чечне то, что не удалось сделать Сталину. Вот видите связь, да, начиная от Пестеля до Путина. То есть вся эта проблема, Вячеслав, депортация или же чеченская трагедия, или как противопоставляют нас, русских и чеченцев, на протяжении нескольких веков. Я с вами согласен, что не русские все, да, виноваты во всей этой трагедии. Но всегда, Вячеслав, всегда эта вся чеченская трагедия и то, что делали с чеченцами, делалось от имени российского народа и от имени русских. И вот то, что сегодня как бы в России начинается борьба с путинизмом, я вам скажу, для того, чтобы русский народ избавился от измов, всех измов, начиная с царизма, сталинизма, путинизма, нужно вам избавиться от русизма. Вот где корень проблемы. Русизм. Оно трансформируется на каком-то этапе, вернее, персонализируется, да? Вот сегодня русизм персонализировался в путинизм. В тот период в сталинизм. И поэтому, а что такое русизм? Русизм, я очень надеюсь, что мы понимаем друг друга и с пониманием относимся. Я с большим уважением отношусь к русским. У меня очень много друзей, приятелей русских. Но пока вы позволяете от вашего имени творить вот все злодеяния, которые творят с другими народами, да, вот этот бич будет бить русских, и он будет висеть как дамоклов меч именно над русским народом и над русскими. А избавление от этого, оно вот очень просто. Я полностью согласен с теми, кто, когда вышли с русским маршем и сказали, хватит кормить Кавказ. Ну все, перестаньте кормить Кавказ, перестаньте кормить всех, да? Ну дайте им, выживут, не выживут, тогда будете им оказывать помощь по их просьбе. А сегодня что вы делаете? Вы вернее, что делают с вами? Используя ваши вот эти имперские амбиции, да, от вашего имени творят зло, совершают преступление. И ответственность за это перекладывают именно на русских. Ахмед, я извиняюсь, я перебью на секунду. Знаете, не от нашего имени совершают, а мы это совершаем. В этом проблема русского народа. Не от нашего имени совершают. Мы это совершаем, и нужно это признать. Потому что Путин со всей своей шоблой, вся эта сволочь, это также русский народ. И всегда вначале ставят на колени русский народ, заставляют его служить какой-то собаке, а потом эта собака натравляет русский народ на кого угодно. Понимаете? Так эта модель работает. И это ужасно. И мы хотим это прекратить. И как раз наша идея заключается в том, что вот у нас, так сказать, 4 наших столпа, и один из столпов — это право нации на самоопределение. И вот мы считаем, что каждая национальность, которая проживает компактно, ну как вот, например, в Чечне, да, как в Ичкерии, то есть проживает компактно, там большая часть чеченцев, и вполне чеченцы сами могут определиться, с кем они, куда они, и проголосовать. И я уверен, что когда не будет Путина, мы предоставим такую возможность, и проголосуют чеченцы за свободу. Я абсолютно уверен, что лучше нам дружить со свободной Ичкерией, чем нам всю жизнь воевать на Кавказе. Нам не нужна эта война. Эта война нужна тем, кто нас сделал рабами. Нас, русских, тоже сделал рабами. Я извиняюсь, что перебил, но
Не, Вячеслав, вы просто продолжили мою мысль и очень здорово это сделали. Я пытаюсь как-то немного быть более мягким, потому что я знаю, где я нахожусь. Завтра, после нашей передачи, если я еще немного усилю свое отношение, вернее, свое высказывание, да, ко мне пришлют еще один запрос за расизм, короче, который я якобы пропагандирую. Я на самом деле не расист. Но дело в том, я всегда и говорил, и говорю, и Путин, и Сталин, это не в них проблема, она просто персонализируется отношение русских вот к этим вещам. И Путин, к сожалению, востребован российским обществом. Вот в чем проблема, вот в чем трагедия. И наша общая трагедия. А относительно наших взаимоотношений, Вячеслав, мы должны вернуться к статусу кво. Не голосовать за что-то, а вернуться к статусу. На сегодняшний день Путин оккупировал нашу страну, наше государство, с которым у нас была договоренность с Россией строить свои взаимоотношения на общепризнанных принципах и нормах международного права, высокие договаривающиеся. Этот договор не утратил свою силу, да, Путин его нарушил, но в природе этот документ есть, и мы со своей стороны его сохранили. И наше отношение к этому документу сохранилось. В 2017 году мы в Брюсселе провели конференцию с участием, кстати, и российских, и представителей России из оппозиции. Там был и Ларионов, и мы подписали меморандум о том, что постпутинский период взаимоотношения России и Чечни будут определены на основе вот этого договора, который есть. Вот если вы и ваше движение, России силы, оппозиционные силы готовы признать это, вот в этом случае мы готовы участвовать в вашей борьбе против вот этого преступного режима. Но до тех пор, пока у нас не будет четкого представления, что мы будем иметь после свержения этого Путина, от того, что вы или мы общими усилиями поменяем Путина на Мутина, если не поменяется отношение к этим проблемам, то ничего не изменится. Вот почему я сказал, что чеченцы должны сначала разобраться и выждать, что сформулировала российская оппозиция. На что они готовы, насколько они готовы в соответствии с нормами международного права, даже своей конституции, двигаться по цивилизованному пути развития или выяснения взаимоотношений. Вот это для нас важно, Вячеслав. Ахмед, я вот со своей стороны что могу сказать? Я очень уважительно отношусь к Хасавюртскому соглашению. Почему? Потому что... московский. Да, ну это и к московскому тоже, потому что там как бы принимал участие Александр Иванович, я к нему нормально, и Лебедь, я имею в виду, нормально к нему отношусь, мы с ним дружили. Но вот я вам скажу прямо, положа руку на сердце, все документы, которые подписаны Ельциным, Путиным и всей остальной мразью, мы воспринимаем как ничтожные бумажки, которые привели нас к тому, где мы оказались. Мы отрицаем все это. Поэтому для нас важен сам принцип права нации на самоопределение. И Чечне мы готовы предоставить возможность самой определиться, где и как она хочет жить, чтобы народ Чечни сам проголосовал. И я уверен, что народ проголосует за свободу, потому что столько времени мучили этот народ, и он просто, вы сказали, вот по поводу волны депортации. Так депортация сейчас тоже продолжается. Посмотрите, вокруг себя в Европе я вижу огромное количество чеченцев, которые вынуждены были убежать. Они вынужденные переселенцы, потому что там условия для жизни отсутствуют, нормальные условия. Если там продолжают убивать людей по любому признаку, что-то не так сказал, не та сексуальная ориентация, что-то про него подумали, его раз и там поставили к стенке или машину обогнал там чью-то не так, как нужно, понимаете? Поэтому, в общем-то, вот тот беспредел, который я специально заметил в самом начале, что депортация не имела под собой никаких правовых основ. И то, что сейчас происходит в Чечне,
тоже не имеет никаких правовых основ. И вот совершенно страшно получается. То есть есть некая Россия, да, такая большая Россия, и там есть часть Чечни. Вот в России полный беспредел, но есть Чечня, в которой полнейший беспредел. Вот всегда, то есть гораздо страшнее, чем во всех остальных регионах России. И естественно, что Чечня захочет освободиться, и вот в связи с этим вопрос, очень меня он волнует. Чеченцы проголосуют за свободу, я абсолютно убежден в этом. И если такое случится, как вы считаете, Чечня будет светским государством или исламским? Вячеслав, наша конституция, принятая в 1992 году, путь развития и строительства нашего государства, они принципиально там определены, все эти позиции. Я, в принципе, абсолютно не сторонник того, чтобы пытаться противопоставлять вот светскость там, или же исламскость. Ислам это и есть свет, да, на самом деле. Дело в том, что какие нормы применительны и какими нормативными актами мы будем руководствоваться. Да, в нашей Конституции все эти моменты обозначены. Ислам – это государственная религия. У нас в соответствии с нашей Конституцией 1996 года введены шариатские суды, помимо других судов. У нас, допустим, мы уже здесь, находясь, в противовес вот этому существующему так называемому муфтияту, мы создали Государственный комитет по религии и шариатскому праву. Потому что у нас многоконфессиональная страна. Это христиане, это иудеи, это мусульмане. И мы не можем все эти религиозные течения свести под один муфтият или же под этого КГБшного агента московского. Да? У нас будет своя структура, которая будет регулировать все эти вопросы. Этот механизм мы уже заложили. А так, как и что это будет? Да, это будет светское, абсолютно светское государство, где будет принцип, демократический принцип народовластия, где выборы, где будут проводиться выборы и власть будет избираться. Никакой преемственности власти от сына к отцу или от отца там, к внуку у нас этого не будет. Во-первых, ментально, чеченский менталитет нам этого не позволяет, с одной стороны. Во-вторых, сама религия, ислам не позволяет это. Вот этот именно принцип шариатский принцип, избираемость людей, это основа любого общества. И вот то, что вы говорите о народовластии, мы говорим то же самое абсолютно. Наша власть должна быть избираема. И вы знаете, в Кавказской войне в большей степени, почему имам Шамиль проиграл в эту войну, и потом, почему он был вынужден прийти с поклоном к российскому императору и воспевать «Боже, царя храни». Он допустил очень серьезную ошибку. Он объявил своего сына преемником в Чечне. Вот с этого момента чеченцы от него отказались на самом деле. Начали отходить от этого, от него и от его борьбы. И то, что, конечно, сегодня Путин хочет заложить в Чечне, именно с кадыровцами и с Кадыровым, это никогда не будет работать. Чечне всегда был плюрализм мнений, в Чечне всегда был принцип первый среди равных, но не более того. Вот этого принципа мы будем придерживаться и в дальнейшем. Да, что в Конституцию должны быть внесены какие-то коррективы в соответствии с временем, это однозначно, и они будут внесены. Но мы будем строить нормальное демократическое государство в соответствии с Кораном и Сунной, которое будет не противоречить всем остальным принципам и нормам международного права. Вот это наша основная цель. Почему я говорю Коран и Сунна? Потому что в Чечне в большинстве своем мусульмане. Так или иначе, ислам, он обязывает мусульман придерживаться вот этих норм. Но это не означает, что мы будем запрещать религию иудеев или христианство. Ни в коем случае. Это наши граждане, это многоконфессиональная страна, где будет право, свобода выбора религии, так же, как и в других вопросах. Абсолютно. Так что опасаться того, что мы построим там, по аналогии Саудовскую Аравию, вам не стоит.
Да, честно говоря, мы совершенно не опасаемся, что будет Саудовская Аравия очень неплохое государство и как бы проблем не создает ни соседям, ни тем людям, кто туда приезжает. Да, там есть свои какие-то особые условия, но я не думаю, что Чечня последует этому. Знаете, вот я обратил внимание на одну особенность. Вот есть фотографии депортации чеченского народа. И я обратил внимание на одежду. Вот посмотрите фотографии, вы ни в коем случае не сможете отличить. Вот в 1944 году, если вы возьмете любой вокзал России, то люди абсолютно одеты одинаково. Что вот чеченцев с ингушами выгоняют, депортируют, да, что люди просто стоят на вокзале. У них абсолютно одна и та же одежда. То есть, значит, соответственно, ну, мода — это часть культуры. То есть, значит, в общем-то, тогда люди приблизительно все были одинаковые. И вот это вычленение, наверное, конкретно чеченцев, ингушей, других кавказских народов, немцев, оно привело к тому, что они сами в том числе стали как бы отдаляться и самоидентифицироваться как люди, которые подвержены были вот этим совершенно незаконным каким-то репрессиям. И вот я знаю, что вы родились в Талдыкурганской области, да, я прочитал. И вот хотел спросить, очень важно для меня это, потому что я разговаривал с немцами, которые жили, то есть которых выгнали из Саратовской области, из республики немцев Поволжья, они жили тоже в Казахстане и где только не жили. И спрашивал об отношении. И вот тоже хотел спросить, как у чеченцев отношение было с местным населением, то есть тем населением, куда их выгнали фактически, куда их изгнали, как трудно там было жить, я имею в виду не первоначально я читал про это страшно, а тогда, когда уже как-то интегрировались, когда уже была работа и, может быть, даже когда сталинский период закончился, то есть скорее, когда уже начался хрущевский период, как там жилось-то, в общем-то, как отношения с людьми складывались? Вячеслав, во многом чеченцы выжили, наверное, благодаря казахам или тому коренному населению, куда были депортированы чеченцы и ингуши. Никакой подготовки для перемещения, для переселения. Хотя были заложены, там были приняты нормативные акты, в таком-то месте создать такие-то условия. Тогда же было распределение там не чуть ли на каждую семью по прибытию выделить там крупнорогатый скот. Все это было на бумаге, все это было списано. А на самом деле, в реальности, людей просто вывезли в степь и вывалили в степях. И вот прежде чем сделать это, помимо вот подготовка какая была со стороны властей, которые их перевозили, внушали им, что они туда везут не чуть ли людоедов, что их нужно опасаться, что к ним нельзя ни подходить, ни посмотреть. И в последующем уже первый год, второй, когда люди как бы присмотрелись, и в принципе и этот первый же период, благодаря многим казахским семьям, чеченцы выжили, чеченцы и ингуши. А в дальнейшем сложились очень хорошие отношения. Кстати, я ездил на свою историческую родину, встречался и с казахами, и я был даже в том месте, в родильном доме, где я появился на свет. И у меня сохранились очень хорошие, у моих родителей, у моих старших братьев, у всех, в принципе, есть какие-то очень теплые отношения сложились и с народами, с коренным народом. И жили, в принципе, прекрасно. И знаете, вот в последующем уже, после возвращения в Чечню, вот точно такая же ситуация была, когда вопрос поставили, вернее, дали право или дали разрешение вернуться на родину. Здесь тоже не было на само население, уже русское население, которых завезли со всех глубинок России и поселили там, и они там жили уже 13 лет, они жили в наших домах. Ну, они жили уже в своих домах.
они не были ответственны за то, что произошло. Их тоже откуда-то сняли и привезли. И им не объяснили, что теперь ситуация меняется, да? Что хозяева должны вернуться, они возвращаются. Никто не побеспокоился о том, чтобы эти дома были освобождены. Вячеслав, я почему говорю, что наша депортация продолжается? В Грозном были столкновения с местным населением. Допустим, пригородный район, часть Ингушетии, которые заняли осетины, по сей день ингушам не возвращается. Ауховский район, в сторону Дагестана, чеченские села, чеченские населенные пункты, дома, внук приходит в дом своего деда, там живут другие люди. Он не может переступить, это сегодня то, что происходит. То есть продолжается по сей день. Вот наша депортация продолжается. И хотя был принят закон о реабилитации репрессированных народов, там в этом же законе были определены, как этот механизм должен работать. Во-первых, территория, во-вторых, дома, компенсации. Вот после того, как Европейский Союз признал 1944 год геноцидом в 2004 году, после 60 лет, Путин там объявил о том, что будут выплачены 10 тысяч рублей компенсации. 10 тысяч рублей на человека, который был... Вы можете себе представить, какое издевательство? Какая форма высшего цинизма? И еще до сих пор продолжать держать дома захваченными у тех, кто был депортирован. Уже сколько законов принято по этим вопросам, а вся эта несправедливость продолжается. Зачем? Для чего делается? Для того, чтобы в нужный момент, чтобы там создать горячую точку. Нужный момент, когда это нужно будет вот Кремлю, вот и создадут. И потом снова русские должны будут приехать туда или погибать, или умирать, или убивать, или умирать. Нужно вот эти вопросы решать. Вот почему я сказал о продолжении депортации чеченцев по сей день. То, что не говоря уже по всему миру мы распределили, находимся по всему миру, разбросаны и чеченцы, и ингуши, но даже те, которые проживают на этих территориях, на территории России, их дома еще не возвращены. То есть это продолжается, и это будет продолжаться до тех пор, пока не сменится вот этот преступный режим в Москве. Человеконенавистническая имперская идеология, которая подпитывается и пропагандируется со всех щелей с российских этих средств массовой информации, они оболванивают людей и продолжают делать то, что они делают. Хотел спросить вас еще, наверное, самый важный вопрос. Режим Путина не вечен, этот режим падет, мы там этот режим наверняка разгромим и победим, потому что, или все рухнет, потому что не может так продолжаться, какой бы там ни был режим царя, Сталина и так далее, этот режим работал на свое сохранение, режим Путина работает сам на свое уничтожение, на уничтожение России, мы это прекрасно видим, поэтому он будет уничтожен, если не мы его уничтожим, то он сам будет уничтожен. И вот тогда возникнет вопрос с Чечней. Не по поводу голосования. Там просто сидит Кадыров, у которого огромная армия, который точно не сдастся. Огромное количество чеченцев находится в Европе. Получили дети, внуки прекрасное образование, имеют отличную работу, там это и врачи, и юристы, и программисты, и знают кучу языков, и они интегрированы в это общество, то есть в нормальное общество, в котором не надо бегать по горам с автоматом, не надо отвоевывать свободу и так далее. Вот что на ваш взгляд там будет? Потому что я задумываюсь и представить себе, я понимаю, что там будет война, я понимаю, что Кадыров не захочет уступить и без крови, и придется у него чеченцам
чеченцам отбирать власть. Поэтому вот ваш прогноз хотелось бы услышать. Вячеслав, я, в принципе, и перед этим это говорил. Власть Кадырова держится только лишь благодаря Путину. Вот все эти отряды, о чем вы говорите, там, кадыровцы, полки, вооруженные люди, я могу вас заверить в том, что они не будут умирать за Кадырова. Вот в его собственном окружении его просто лютой ненавистью ненавидят. И он это понимает, он знает это. Потому что то, что он сделал с чеченцами, вернее, по отношению к чеченцам, в нашей истории, то, что удалось Путину и ему, не было в нашей истории никогда. Вот то унижение, которое терпит его окружение, это происходит только лишь благодаря тому, что он связан с Кремлем. И что у него есть поддержка от России. А сегодня на территории и вокруг территории находится более 150 тысяч российских подразделений. Миллиардные вливания, за счет которого Кадыров подкупает определенную часть людей, да, которые сегодня его обслуживают. Но это мизер по сравнению с тем, который просто отсиживается и ждет своего часа. Никакой войны гражданской в Чечне не будет, я вас уверяю. Просто это исключено. Мы такой период уже в нашей истории он был. Если вы вспомните распад Советского Союза, вы помните на территории Северного Кавказа в тот период сколько военных сил. У нас находилось 5-6 воинских частей только в одном Грозном, городе Грозном. У нас вот эти подразделения были напрямую подчинены Ростову. ОМОНы, милиции, полиции, я не знаю, чего только там не было. Но как только ситуация зашаталась в Кремле, в Москве, вот эти силы сами, они, в принципе, провоцировали тот момент, когда чеченцы вышли тысячами на площадь. И мотивация какая была, Вячеслав? Мотивация была депортация. А вот теперь посмотрите, какая мотивация у сегодняшних чеченцев. Сегодня ни в кадыровских подразделениях, ни в правительствах в Чечне нет ни одной семьи, которая не пострадала бы в результате вот этих двух войн. Вот у этих людей мотивация война с Россией, вот последние две войны, и напрямую они обвиняют в этом Кадырова. Завгаев-то не был причастен или ответственен за депортацию чеченцев в 1944 году. Однако весь гнев чеченцев обрушился на Завгаева, потому что он был только лишь связан с Москвой того периода, да? Что он был вторым секретарем там, был членом партийной номенклатуры. Хотя, когда его избрали первым лицом, вся Чечня праздновала. Но как только пошло послабление той системы, которая его вырастила, да, чеченцы вспомнили о всех тех невзгодах, которые были связаны с этой системой и с этой властью. И вот гнев чеченцев обрушился на Завгаева. То же самое ожидает сегодня и Рамзана Кадырова, и его ближайшее окружение. В отличие от них, Завгаев себя вел по-человечески. Коммунисты имели были какие-то нормы определенные этой системы, да? А сегодняшние Кадыров это моральные уроды, люди, которые предали собственный народ, стали палачами этого народа. Вы себе можете представить отношение вот людей к этой части? Никакой войны не будет, потому что это будет такой социальный взрыв всего населения, да? И даже касаясь его ближайшего окружения. Вот единственное, что их ожидает, или они должны заблаговременно, узнав, что какие-то изменения в Москве, или должны сбежать. Если они не сбегут, его ожидает участь Муаммара Каддафи. У меня никаких сомнений. Хотя мы, конечно, будем стараться, чтобы он предстал перед судом, потому что этот человек является очень серьезным источником информации. Он очень много
за очень многие преступления и ответственен и за очень многие, и в очень многие преступления вовлечен. Поэтому нам через него надо будет очень много чего выяснить. Конечно, мы постараемся, чтобы он остался жив и предстал перед судом, но видно будет. Но войны, никакой гражданской войны в Чечне не будет. Это однозначно. Да, и вот многие люди тут спрашивают нас с вами, и постоянно возникает этот вопрос, когда в России начнется замес, а он начнется, я думаю, скоро, станет ли Кадыров своих нукеров отправлять в Москву, там еще куда-то, чтобы защищать интересы Путина. Ну, мое мнение, что навряд ли, потому что ему свои интересы надо будет вот, еще защитить. Вячеслав, вот я с вами не согласен, очень, потому что судьба Кадырова напрямую зависит от того, что будет происходить в Москве. И поэтому он будет защищаться в Москве, не в Чечне. И вот последние события, вот 2011-2012 год, это я точно знаю, они вывезли до 1000 человек в Подмосковье, в Москву и Подмосковье, они находились там, именно кадыровцы. И вы знаете, почему это опасно? То есть я что имею в виду опасность? Вот эти люди, они тоже мотивированы. Вот эта молодежь, это люди, которые выросли под российскими бомбами. И вот в 2012 году, когда их отправляли в Москву для выполнения определенной задачи, то есть подавления массовых выступлений, им сказали навести конституционный порядок. И они ехали, прощаясь со своими родственниками, мы едем в Москву наводить конституционный порядок. Связь, понимаешь, да? Первая война, когда ввели российские войска, они вошли под предлогом наведения конституционного порядка. И поэтому я обращаюсь, Вячеслав, теперь уже и к вам, и к твоим, и к вашему движению, и всем патриотам России. Не выстраивайте свое отношение с чеченцами на основании того, как может себя повести Кадыров и кадыровцы. Какая-то группа людей. Да, они могут там, Кадыров может прислать туда людей. Они могут с другими какими-то силами пытаться подавлять какие-то акции, протестные акции в Москве. Но они не являются выразителями ни воли чеченского народа, ни нашей воли. Это те коллаборационисты, которые сегодня, это те моральные уроды, которые убивают собственный народ. И поэтому у вас отношение к ним должно быть именно исходя из этого. А я со своей стороны, и мы все делаем для того, чтобы они ни в коем случае не вмешивались вот в эти московские дела. Мы будем делать и будем стараться, чтобы они туда не ехали и не принимали участие в этой бойне. Но что это может случиться, вот эта вероятность большая есть. Огромное спасибо, Ахмед. Вы прям многие вопросы для меня раскрыли. Я представление другое имел, честно скажу. То есть, и вот по поводу последнего вопроса этого тоже. Да, вы вполне логично объяснили, и я с вами соглашаюсь. Да, обычно я логично кому-то объясняю, и со мной соглашаются. Но вы все верно заметили, так что вот пишут: умнейший человек Закаев, да, ну что, Ахмед, респект. Вот, я с вами поделился о своих опасениях. Дай Бог, чтобы я был неправ. Но логика в том, о чем я говорю, есть. И факты этому есть. Вот 12-й год – это факт. Я знаю, что это было. Что чеченцев вывезли туда. И они выехали туда именно вот с этими комментариями и с оговорками. Навести конституционный порядок. И есть, вы знаете, еще в истории один момент, я вам скажу. 61 год, по-моему, в Ростове, помните, подавление восстания рабочих? По истории. В Новочеркасске. Вы знаете, кто участвовали в расстрельных командах тогда? Именно представители депортированных народов, Вячеслав. Это тот прием, который чекисты используют. Вот они знали, что вот эти люди будут нажимать на курок.
Потому что их под дулами автомата вывезли в свое время, их расстреливали от имени русского народа и русские. Когда мне задают вопрос о советской армии, вот там достойнейший был сын чеченского народа, безусловно, достойнейший сын чеченского народа, и это я вам говорю. Но когда русские еще к этому добавляют такой эпитет, советский офицер, это было единственным недостатком Джохара Дудаева. Это было единственным недостатком Аслана Масхадова, что они были советские офицеры. Вы возьмите любой период советской армии, чем мы можем гордиться сегодня? Или нормальный человек чем может гордиться вот относительно советского офицера? Если я не говорю о тех там людях, которые отдавали свои жизни, погибали, да? А те, которые поддерживали эти режимы, да, в ГУЛАГе, они держались на советских офицерах. У Ласова служили советские офицеры. Чеченцев и ингушей сжигали заживо в Хайбахе, копали заживо, закапывали и топили в озерах. Это советские офицеры. И для меня она не является предметом гордости быть советским офицером. Я допускаю, что офицерство, оно было. Были российские офицеры, которых вот эти советские офицеры просто изжили, да? Российские офицеры воспитывались совершенно на другой идеологии, на другой платформе. А советские офицеры, они воспитывались на безбожье и брата убей, да? И принцип «все средства хороши». Это моральные уроды на самом деле. Я снимаю ответственность за Джохара, за Аслана Масхадова, потому что они вернулись и стали на истинный путь и погибли, защищая правое дело. С них эта ответственность как бы снимается. И хорошо, что они были офицерами, прослужили, но они оказались в конечном итоге абсолютно полезными для своего народа и своей жизни отдали. Поэтому быть советским офицером — это не всегда и не все советские офицеры должны являться предметом гордости. Это я к тому, что мы тоже служили в армии, в советской армии, да, я знаю. Я не служил, правда, я учился, и я потом раньше женился, и, в общем, мне не повезло, я не попал, или повезло, я не попал в советскую армию. Но хотя в последующем мне не удалось уйти от военной обязанности. Но это было, конечно, это другая ситуация. Служить своему народу, защищать свое отечество и знать, что ты защищаешь правое дело, это совершенно другая мораль, это другая ответственность. Вот и хочу последний вопрос задать сегодня, но надеюсь, что мы еще встретимся, будем общаться и поговорим, потому что темы такие очень важные лично для меня и для моих товарищей, которых мы называем партизаны, да, то есть соратники. Вот, очень важная тема. Знаете, когда в начале 95-го года, то есть вот произошли события новогодние с 94 на 95 год в Грозном, и огромное количество раненых солдат привезли в Саратов, Саратовской области. Я, будучи в то время председателем комитета областной думы, ездил туда, ну там с лекарствами решал вопросы и так далее. И много разговаривал я с этими военнослужащими, и они мне поведали страшные истории про какую-то невероятную тактику, которая была применена против них, да, то есть, что действовали малыми группами, эти группы в составе имели гранатометчика, пулеметчика, и что эти группы были весьма мобильны. Хорошо знали местность, хорошо знали все подвалы, чердаки, действовали, в общем-то, как призраки, появлялись там, стреляли, исчезали и так далее, были неуязвимы. И вот меня тогда заинтересовало, кто же тот человек, кто такую тактику придумал, совершенно невероятно эффективную. Вот хочу вас спросить, как, так сказать, свидетели этого, очень, очень мне интересно лично. Джохар Дудаев, Аслан Масхадов,
это военные. Вы знаете, Аслан Масхадов, он был артиллеристом, да? Джахар Дудаев это летчик. И вот я впервые услышал от Джахара, когда он говорил наскок, удар, отскок. Вот большими группами ты нападать и отходить ты не можешь, да? Ты можешь, были распределены таким образом, что вот пулеметчик, гранатометчик и 3 автоматчика. Это очень мобильная группа, которая может в любом месте переждать, в любом месте, в любое время передвинуться, уйти от ударов, перегруппироваться, оказаться совершенно в другом месте. Нанес удар здесь, сразу же оказался или убежал в другое направление, в другую сторону. То есть это было эффективно, на самом деле, это городские условия города, да, городские бои. И город был, местность знакомая тем. Этих-то привезли, и им просто по направлениям их высадили где-то, они даже понятия не имели, где они находятся, они не имели понятия, где их какое-то подразделение находится. Их как бы слепую бросили. Ну, момент был, что массой нужно было, хотели массой как бы сделать то, чтобы удовлетворить или... Это же было 31 декабря, они хотели таким образом, кто-то хотел сделать праздник Ельцину и Грачеву, сказав, что вот мы захватили Грозный 31 декабря. Это, конечно, было безумие бросать людей в этот ад. Но это была ошибка. И в последующем самое страшное, что не забирали трупы. Аслан Масхадов 3 дня вел переговоры с российскими генералами, прося их остановить боевые действия. Для нас это вообще было чудовищно, чтобы трупы, собаки их ели. И это было видно. И в первую очередь это психологически воздействует на любого нормального человека. И поэтому нужно было что-то с ними сделать. И, в принципе, потом пришлось самим чеченцам убрать их и хоронить. Вячеслав, вам спасибо. Всего доброго, Вячеслав. До свидания. Я хочу просто сказать и вам, и нашим слушателям, я знаю, у вас особые подписчики, да, у них особое мнение, особое отношение ко всем процессам, которые происходят. Лучше дружить. И я уверен в том, что лучших и надежных союзников, чем Россия и Чеченская Республика, в этом мире нет и не могло быть никогда. И я вас уверяю, в первую очередь и для русских, и для России выгоднее иметь союзническое отношение с Чечней, чем вот иметь вот этих моральных уродов и полагаться на них, которые могут в любой момент, в любое время и продать, и предать, и подвести. А с чеченцами, устроив или восстановив с ними союзнические отношения, Россия... Я извиняюсь, у меня показывают, что звук идет, а что со звуком? Прям секундочку, я прошу прощения, что-то случилось со звуком. Так хорошо, мы вроде провели эфир, и вот так, где же он, господи. Угу. Ну, в принципе, я и закончил, Вячеслав. Вы вот, извиняюсь, вы скажите то, что говорили, потому что последнее вот это не было слышно. Прошу прощения. Я уверен в том, что и русским, и чеченцам выгоднее строить союзнические отношения. И я абсолютно уверен в том, что восстановив наши нормальные отношения в соответствии с тем договором, который мы подписали, и обозначив наши взаимные интересы, без учета интересов России на Кавказе, я знаю, Чечня
не может и не будет свободной. И точно так же вы должны понимать и уважать выбор чеченцев на свою независимость, на свободу. Чеченская независимость для нас, независимость никогда не являлась самоцелью. Для нас она являлась гарантией безопасности. И мир по сегодняшний день, кроме как быть субъектностью международного права и пытаться защитить свои интересы в соответствии с принципами и нормами международного права, хотя это тоже не всегда удается, этому пример и Грузия, и Украина. Но дав нам возможность построить государство и установить с нами союзнические отношения, Россия сама изменится в лучшую сторону. Я абсолютно уверен в этом. И вместе мы можем очень многого добиться. Вместе. Всего доброго. До свидания, всего доброго.